9 мая. Праздник со слезами на глазах. Мы помним его с детства. Цветы, песня «День Победы» и ветераны. Сегодня все как и прежде. Да только вот ряды ветеранов с каждым годом редеют. Их осталось совсем немного. Героев, чей подвиг будет жить в наших сердцах вечно. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы. Порохом пропах. Это праздник. В этом году исполняется 68 лет со дня Великой Победы. Победы, в которую верили наши деды и отцы. Победы, которая была завоевана ценой жизни миллионов людей. Представители десятков народов мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной, показывая беспримерный подвиг мужества и отваги, среди которых были и тысячи чеченцев. Согласно последним данным исследователей, число чеченских и ингушских красноармейцев, сражавшихся против гитлеровцев на фронтах Великой Отечественной войны, составляло более 40 тысяч человек. Сыны и дочери чеченского народа прославились в боях под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Курской дуге, на севере и на Черноморском побережье, при освобождении стран Европы. Они сражались на передовой и трудились в тылу. Одним из таких людей является Ваха Гакаев. Участник Великой Отечественной, он живет на улице имени Героя Советского Союза Хампаши Нуродилова. Семья Гакаевых всегда рада гостям. Вот и в день нашей с ним беседы добродушный хозяин встречал гостя из далекого Таджикистана, но о нем расскажем чуть позже. Вернемся же к Вахе Гакаеву. 1922 года рождения, свои 91, он даст фору любому молодому человеку. Как и прежде, он продолжает активную жизнь на благо своего народа, Родины. Ваха Гакаев возглавляет Совет ветеранов Чеченской Республики. Центральный гараж гороз 200 бош. Петкер. Цыга была вот шухер был беш. Штаб дивизия вот Сержир Мусаев Сурхо был шухер был беш. Вот штаб я шибе полуторке я это шибе машина мы формировать я шел 140 дивизия. Вот штаб дивизия шибе полуторке машин. А из занят дешк даш продукт я хашл да хаш دائما круглосуточно был бы бешер, я сам шофер дина буса табалур, сон и возишь, сон штаб дивизии, так сказать, штаб дивизия, это был беш тоже формироваться, я гауш, галуш обмундирование, луш, таял кечеш, герж, деш, иш деш, это узка полка, цапол таял 255-й отдельный полк РЦИ, и собирать на фронте воюющей армии. И воюешь, вот пришли к машине, они что на машине лишь 3 тонн, здесь 5 оршо. И сам машин на юго уцается, это иго. Вот это да. Вот 3-й полк, а вот что, цигязин, вот и машин на юго шел, что вот цей машин шухин, так давохар, так даязир, умауча, так атмосфера, сол, джим холошин, садин волшеги, старший волшег, так, вот даязир маваташ, все равно хан рево езеруса, машин шухин, so давохар. Има даю Мухаммад Бош, комиссар полка вор, и комиссар полка и висаиту Ивану ишко, я совела оштво. Иш биг иш сова вес он один мохосо сова лерхтан са машинита это ус машина иш тега беген кремска майбат ну как раз майбат 42 года тиг дадвел хоштадош чуяч бон нешер но там больше дата хачит но кемдеш лершда шубом нешят шхаят верншлер масумете да كيمش حضوش خان بومش ياتشان ماشين ستويش خلور ستيش تتور ستلاش خيرم يمكن. Он рассказал нам о своей фронтовой жизни, о том, как уходил из-под обстрела вражеской авиации, спасая на своей полуторке тяжелораненых в бою солдат штрафного батальона, как его машина с провиантом подорвалась на мине и о многом другом. Для нас, современников, этот рассказ кажется сценарием блокбастера, а для этих людей он стал частью их жизни, смыслом.
Поиск погибшего на войне отца и двух старших братьев стал смыслом жизни для Исмаила Ахаджанова, парня из Таджикистана. Завет матери и желание увидеть место захоронения своих близких привели к тому, что всю свою жизнь этот человек посвятил поиску захоронений солдат, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Руководитель поисковой группы прибыл в город Грозный, где его радушно встретил у себя дома Ваха Гакаев. Я 36 городов проехал, 4 зарубежных страны проехал, и участвовал, и выписывал, и отдавал людям добро. И вот после чего я сейчас делаю добро, нахожу, отдаю людям добро. Это по совету матери, по просьбе людей. Они приходят, умоляют, плачут: дедушка, найди моих родственников. Его я стараюсь. Цель моего приезда в Чеченской Республике – это встретиться с народом Чечни, с ветеранами Великой Отечественной войны, совместно с ними возложить к вечному огню цветы, венки, цветы. И я всегда везу горсть земли из предков и сыплю, чтобы земля была пухом. Как говорят, аура розы, Аллах розы. Оби Кавсар Сероб Шаман, председатель Совета ветеранов. Что я горд, счастлив за гостеприимство, за то, что он мне привозил домой. Хлебом, чаем угостил меня. И вот я сижу у председателя Чеченского Совета ветеранов. Сижу, понимаете. Но самое главное, я желаю, чтобы было чистое небо, была дружба между народами. Это молодежь и народ не забывал, как наши дети, как наши братья отстояли для защиты нашей Родины. Советские войны гибли смертью героев не ради награды, а отстаивая честь, достоинство Родины. Сколько их еще, отважных воинов, покоящихся на всем европейском континенте, погибших за свою Родину и молча взывающих о благостном воспоминании к потомкам. День Победы, и в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас.